Этот КАМАЗ подо льдом уже неделю. Хозяин до сих пор пытается его вытащить. Груз также пострадал. По словам сотрудников ГИМС, он был загружен на 30 тонн. Ну, рискует, наверное, по той причине недисциплинированности. Ведь люди всем извещают об опасности. Но, тем не менее, все равно совершается нарушение. Подобных случаев за неделю произошло 5. В 4 из них большегрузная техника, в одном автомобиль «Газель». На 202-м микрорайоне под лед провалился рыбак. Рядом находился мужчина, который позже его вытащил. Сюда? А вы знаете, что здесь запрещен сейчас выезд на лед? Апрель месяц, лед тает. На всех переправах контролирующие органы ежедневно проводят рейды. Нерадивые водители до сих пор ездят по тонкому льду. За несанкционированный выезд на лед штраф для граждан от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических лиц может достигать 100 тысяч рублей. Но многих водителей это не пугает, они все равно выезжают на лед, рискуя при этом и своим транспортом, и жизнью. Меги на Кангалаке, они ну, в бестях едете, конечно. Этот водитель собирался проехать через Лену, поохотиться с друзьями. Теперь ему придется заплатить штраф и вернуться обратно. Пассажиров в целях безопасности попросили выйти из машины и дойти пешком. Почему вы решили поехать? Не надо. Идите. Единственный способ сейчас перебраться безопасно – это транспорт на воздушной подушке. Они выезжают на реку по мере наполняемости каждые 20 минут. Контролирующие органы их также проверяют на наличие лицензий. Чтобы перевозка пассажиров была наиболее безопасной и, скажем так, комфортной для граждан нашей республики. Проезд на воздушной подушке сейчас стоит 1000 рублей. Впрочем, это куда дешевле, чем цена собственной жизни. Ильян Бояркин, Иларион Федоров, Роберт Набиев. Вести, Якутск.